Мы обсуждаем с вами жизнь и биографию Федора Ивановича Шаляпина. Гениальность, она остается с нами навсегда. Мера таланта, она неизменна. В Уфе случилось так, что он впервые почувствовал себя артистом. Вот Шаляпин оказался в наши дни в этом музее музыки. А какой экспонат его бы заинтересовал? Ой, вы знаете, я боюсь его прихода. Рада нашей новой встрече на подкасте «Интонации». Спасибо, что решили посвятить эти полчаса саморазвитию. В условиях переосмысления истории и культуры России сегодня мы все чаще обращаемся к фигурам большого масштаба, и они воспринимаются как носители национального кода. Так, Федор Шаляпин для нас далеко не просто оперный певец. В преддверии его дня рождения с уважаемым экспертом в этой теме Еленой Замрей поговорим о великом наследии Шаляпина. Здравствуйте, уважаемая Елена Петровна. Очень рада, что вы пришли сегодня в эту замечательную студию. Я тоже очень рада, тем более, что я почти что дома, потому что вижу на фоне своего родного музея музыки имени Федора Ивановича Шаляпина, и Шаляпина вижу, так что я как дома. Отлично. Вы являетесь председателем Уфимского отделения Шаляпинского центра в Уфе. И вы одна из инициаторов создания в Уфе музея музыки имени Федора Ивановича Шаляпина. Вот интересно узнать, в наш суматошный век, когда, казалось бы, очень далеко и граммофоны, и черно-белые фотографии, но, тем не менее, мера таланта, она неизменна. Вот чем таким Федор Иванович обладает, что, несмотря на время, удерживает внимание поколения? Шаляпин гений, абсолютный гений. А гений – это как раз человек, наделенный наивысшей способностью творческой. Его пение, его игра, его драматическое искусство, его вообще отношение к красоте, которую он очень хорошо воспринимал, оно пробивает века, и оно будет бесконечно, так же, как, вот, скажем, произведение Шекспира или произведение Пушкина. Это же бессмертные произведения, точно так же. Почему же тогда, несмотря на великий талант Шаляпина, это имя все-таки наряду с Пушкиным не всегда воспринимается? Да, совершенно верно. Вот поэтому и музей создавали, поэтому общество это создавалось у нас. Вообще у нас межрегиональный Шаляпинский центр охватывает 14 отделений в регионах России. И каждое отделение стремится вот к популяризации имени, казалось, такого, которого популяризировать-то не надо. Он настолько безгранично талантлив. Но, увы, дело в том, что порой политические события, смена строя и прочие вещи очень влияют и на представителей страны. Он не был иммигрантом, но тем не менее он был человеком, который очень долго работал за рубежом. И страна, я не могу сказать, что она забыла Шаляпина, она не забыла, но вот как-то он был отодвинут этим историческим событием. А потом пришли годы, и все вернулось на круги своя. И более того, ведь гениальность, она остается с нами навсегда. И Шаляпин сумел сам как бы вернуться именно своим талантом. Но нашлись просто люди, которые вот это все поддержали и начали как бы пропагандировать, возвращать Шаляпина. Я очень благодарна нашей власти за то, что это решение было принято. Звезда мировой величины, грант отечественного и мирового искусства. Но свою историю, свою творческую карьеру он начинал именно с Уфы. Вот почему именно этот отрезок биографии является его началом? Вы знаете, вообще на сцену, конечно, он вышел в Казани, на родине, и первые пробы все произошли там. И, в общем-то, он влюбился в театр с самого детства, с 10 лет он уже не выходил из стен театра. В Уфе случилось так, что он впервые почувствовал себя артистом. Начинающим, но еще неопытным, но уже артистом. Потому что в Уфе-то он оказался уже в штате труппы. У него был контракт. Он выступал в хоре. Молодой мальчик, 17-летний, вышел на сцену и
впервые у него что-то стало получаться. Тем более, что здесь произошел его и сольный дебют. И я думаю, что вот этот город, в котором его никто не ревновал, никто ему не завидовал, он ему настолько стал дорог, потому что здесь как-то все получалось. А что из себя представляла тогда, в те времена, творческая Уфа? Уфа была в то время городом дворянским, маленьким, губернским маленьким городом, но дворянским преимущественно. Начались какие-то вот организации вечеров, начались какие-то моменты обдумывания, как бы устроить театр, и с этим помогла вот супруга нашего губернатора Аксакова, Григория Аксаков, Софья Александровна. Появляется театр, появляются вот какие-то возможности себя уже показать, и, наконец, начинают приезжать антрепризы. Ведь Шаляпин-то приехал у нас в составе антрепризы. Назывался городской театр. Он был зимним, потому что отапливался тогда печами, и находился вот он на стечении 4 улиц. Там Телеграфная, Цурюпа, Ахмедзаки, Валиди. Ну, в общем, там, где сейчас у нас здание Курултая. Я понимаю, что история не терпит сослагательного наклонения, но все-таки давайте подумаем, если бы не сложился такой случай и не получилось бы у Шаляпина вот так вот в сольной партии хорошо выступить, что было бы тогда? Ой, вы знаете, когда я вот соприкасаюсь с биографией Шаляпина, я вообще удивляюсь, как он просто выжил. Вот по всем слагаемым он не должен был выжить. Нигде никто его не подпирал. У него поддержки не было никакой. Образование минимальное. В его жизни было единственное вот это огромное желание служить, как он говорил уже с молоду, великому искусству. Он ему служить шел. И, может быть, вот эта вера в себя, в свое будущее. А потом все-таки добрые люди на пути встретились. Вот Семенов Самарский, его первый антрепренер, был чрезвычайно добр к нему. И доверил ведь ему эту сольную партию. А мог не решиться, ведь мальчику было всего 17 лет, и он всего лишь хористом был. И вот так как-то получалось в жизни Шаляпина, что его талант отмечали очень и маститые, и известные, и гениальные люди, а он все время тянулся к самому высшему. Вот это, наверное, умение тянуться к лучшему, к свету, к красоте, к знаниям, оно его вело и спасало. Уфимская публика уже почувствовала, что перед ними будущая мировая звезда? Как воспринимали? Не думаю, что почувствовали, что мировая звезда, но что это необыкновенный талант, это точно почувствовали. Первый учитель у него вот образовался здесь. Мне кажется, что Шаляпина можно считать счастливчиком, потому что в его жизни хватало людей, которые протягивали руку и помогали. Один из таких людей – учитель Дмитрий Усатов. А еще был предприниматель Савва Мамонтов, который тоже помогал на первых порах и обеспечил сценой и финансированием. Шаляпин ценил этих людей. Он был благодарным человеком. Федор Иванович Шаляпин, во-первых, умел этих людей тоже увидеть. Или найти, да? Не то чтобы даже найти. Не каждый из нас умеет сесть в свой вагон. Вот Шаляпин это умел. У него на это нюх был отменный. Это во-первых. Во-вторых, он... Что в нем подкупало? Это огромная тяга узнать что-то новое, тяга к знаниям. Ведь он вот вспоминает, когда он встретился с Усатовым, он и не надеялся, что тот его возьмет. Он просто спросил, можно мне там поучиться у вас пению? И Усатов ему говорит, ну покричите. Покричал, и Усатов сразу понял, что тут не только с ним позаниматься, а его надо устроить как-то в этой жизни. И комнату он ему снял, и стипендию обеспечил. И занимался где палкой, где словом, но он его гонял так, чтобы моментально этот талантливейший юноша усвоил все, что может дать солист Большого театра. Ну и потом он его посадил за собственный стол, чтобы были обеды, чтобы было питание, чтобы юноша умел пользоваться вилкой и ложкой. Вслед за частной оперой Мамонтова Шаляпин наконец-то получает то, о чем он мечтал всю жизнь. Он выходит на главную сцену, главные сцены нашей страны в Москве и Санкт-Петербурге. Скажите, как его восприняла тогда публика на этих сценах? Дело в том, что когда он перешел к Терековскому, в Императорский театр, он уже был известен. Как раз Мамонтов-то открыл ему этот путь. И именно на Шаляпина ходили в частную оперу. Кстати, поэтому, когда Шаляпин ушел из частной оперы, она постепенно, в общем-то, уже и опера ушла как бы вот
свою былую славу потеряла. А Шаляпин поступает, когда в Императорский театр, то все сборы, все посещения, они все были вот просто зациклены на Шаляпине. Доходило до того, что артисты в негодовании были от того, что раньше разрешалось приходить в любой момент на спектакль. Не обязательно так к первому действию, к звонку. И люди приходили конкретно на Шаляпина. Другим артистам было очень обидно. А слава была настолько велика. Сначала в Москве, а потом и в Петербурге, куда Шаляпин вначале в ходе гастролей приехал. А потом, когда петербуржцы увидели, что они потеряли-то, когда упустили его в самом начале. И там он, конечно, пользовался не меньшей славой. Дальше это было уже не только в России, это было везде. Обладал певучим басом огромного диапазона, широкого диапазона. Он выходил на сцену, буквально перевоплощался и сам себя гримировал. Вот интересно, а почему он сам себя гримировал? Он никому не доверял или он действительно делал это лучше всех? Делал он это талантливо. Он говорил, что этому он научился у русских драматических актеров. Он своего героя, человека, которого он будет изображать на сцене, он настолько хорошо внутренне ощущал, осязал, что он понимал, другой человек этого понять не может. Он это видел. Объяснить? Объяснить очень сложно и очень долго. И, возможно, не так точно получится. А сам он ведь вот мимолетные рисунки этого грима делал на бумаге, на тарелке, на чашке, на чем угодно. Он знал своего героя. Он знал каждую часть своего лица, своих рук. Он говорил, что я не могу позволить, чтобы у Ивана Сусанина были руки Федора Шаляпина. Или наоборот, у царя были руки мужика. Говорят, и его Мефистофель был бесподобный, и он даже костюм придумал для него сам. Да. И походка такая какая-то зловещая даже, да, что люди, раскрыв рты, слушали его. Он же мог просто выйти на сцену и спеть то, что ему предлагалось. Просто выйти на сцену он не мог, потому что он очень хорошо знал жизнь. Он очень хорошо знал жизнь во всех проявлениях. Когда в Мариинском театре ему предлагали просто выйти на сцену в софьяновых сапогах в образе Ивана Сусанина, он понимал, что Сусанин должен выйти не в сапогах, а в лаптях. И говор у него другой, и взгляд другой. Он понаблюдал игру драматических артистов и понял, это как раз была находка только лишь Федора Ивановича Шаляпина, что в опере слово не менее важно, чем музыка. Слово. Почему ему так дорог был Пушкин? Он часто пел в операх на стихи Пушкина. Почему он так ценил творчество Мусоргского, который в оперу вводил речитатив, там, где нельзя петь вот это кантанто, такое про это бельканто итальянское, которым, кстати, Шаляпин в совершенстве владел. Но там надо было отыграть эту драму. А здесь нужно слово. И вот это соединение, обращение Шаляпина к слову, это было присуще только ему. И сейчас мы еще, в общем-то, к этому далеко не все, я имею в виду оперных артистов, пришли. Поскольку у нас с вами творческий подкаст, и мы обсуждаем с вами жизнь и биографию Федора Ивановича Шаляпина, то не могу не спросить про его личную жизнь. На творческих подкастах мы себе это позволяем. У него было 2 жены. Вот это раздвоение на 2 жизни говорит о том, что он не мог определиться. Вот почему так произошло? Да нет, конечно, у него была одна жизнь и 2 жены. И здесь огромное количество детей. Здесь балерина. Там балерина, там женщина, другая женщина посвятила только ему всю свою жизнь. И той, и другой женщине он был очень благодарен. Он очень красиво к ним относился, по-мужски, очень вот так вот, знаете, рыцарски, как сейчас уже, наверное, мало кто умеет относиться к женщинам. И они это, конечно, очень ценили. Но не зря же рождалось столько детей. Он вырастил их всех, он их всех сдружил.
Он на каждого находил время написать ему открыточку, сочинить стихи, нарисовать картиночку. Да, он все время путешествовал, гастролировал и был в разных концах земного шара, но отовсюду летели эти открыточки, эти советы детям. Это невероятная любовь отцовская. И жены разве это они ценили это? Все мы, матери, знаем, что нам всегда дорого, как отец относится к детям. А как они реагировали друг на друга? Договор был. Женщины были умные, и договор был такой, что московская жена не приезжает в Петербург, а питерская не приезжает в Москву. Московская жена свято выполняла это, питерская не всегда, но тем не менее. Во всяком случае, дети до взросления долго не знали, что у отца две семьи. И потом, когда он уехал за границу и всех своих детей, в общем-то, кроме старшей дочери Ирины, перевез туда, он и там их всех держал вот как-то вместе. Приглашал, приезжали в гости, общались, и не было никаких вот таких некрасивых каких-то сцен, поведений. Ну, все интеллигентно. Да. Про Октябрьскую революцию хочу у вас спросить. Вот он же поддержал веяние Октябрьской революции. Он работал в 2 театрах, на главных сценах. Он давал концерты, он выступал и перед красноармейцами. Он, в принципе, поддержал все, что происходило в нашей стране, но, тем не менее, у него случались конфликты с руководителями театров, и вот этот его непримиримый характер, он доставлял неудобства, да? Он революцию принял, потому что не принять не мог, ибо сам был из народа. А кроме того, он был у нас первым народным артистом в стране. Он считал, что это совершенно справедливо. Высшее знание человеку из народа было дано народной властью. Кроме этого, он, не собираясь уезжать, он давал действительно, как вы и сказали, концерты. Эта публика ему была близка, тем более, что они очень хорошо воспринимали его. Федора Ивановича замечательно воспринимали, особенно когда он, конечно, пел там «Дубинушку», «Марсельезу». Это тогда было все, как сейчас бы сказали, в тренде. А в театре, да, было непонимание, потому что доходило до того, что вот Федор Иванович, все выходят в субботник, пожалуйста, вы тоже. И Федор Иванович говорил: да, я могу работать лопатой и метлой, но тогда пусть вот товарищ Иванов выйдет и споет мою партию на сцене. То есть, вот это же абсурд. Вот эти вот абсурдные вещи, их было очень много. Причины этому разные. И поэтому, конечно, ему с этим было трудно жить. И когда подвернулся вот такой момент, что он может выехать и заработать для советской власти, кстати, хорошие деньги, и для себя и вывести детей, и подлечить их, он не преминул, конечно, этой возможностью воспользоваться. Он уезжает, потом приезжает, и только уж потом уезжает окончательно. С мыслью, что все-таки он вернется. Там его очень поддерживал и Сергей Рахманинов, с которым он сдружился еще в юношеские годы в частной опере Мамонтова. И, в общем-то, эту дружбу они принесли через всю свою жизнь. И вот здесь вот все-таки еще раз доказывается, что Уфа – это город Шаляпина, потому что в наше время, в нашей действительности, да, Башкирский театр оперы и балета поставил замечательный биографический балет с элементами оперы, где присутствовал в том числе и друг Сергея Рахманинова, Федор Шаляпин, в исполнении Оскара Абдразакова. Вы эту постановку видели? Да. Вот что там реального было от той дружбы Рахманинова и Шаляпина? Это вот тот спектакль, с которого я шла, и мне хотелось об этом говорить, с кем-то обсуждать. Он меня тронул в самой душе именно тем, что не искажены факты, что все это сделано настолько красиво, нигде не перейдена грань, за которой начинается пошлость. Сейчас этого очень много. В этом спектакле все было выдержано. А какая музыка? Вот все эти сплетения всех жанров в этом спектакле делают его на сегодняшний день, как мне кажется, одним из лучших вообще спектаклей. Я просто горда за наш театр. Знаете, вот когда мы приглашаем каких-то друзей, может быть, из Москвы, а может быть, даже из-за рубежа, всегда стоит вопрос, что показать в Башкортостане, в Уфе, что интересно. Вот сейчас с появлением современных музейных центров такой вопрос ставится все реже, в том числе и музей музыки Федора Ивановича Шаляпина. Я думаю, что в этом числе интерактивный и замечательный музей. Вот единственное, хочу спросить, как вы думаете, не любителям оперы этот музей может быть интересен? Этот музей всем интересен. Это я вам говорю по уже опыту работы в нем вот больше 1,5 лет. Этот музей всем буквально интересен. Любителям особенно, они там детально все разбираются. Но огромная часть людей, которые приходят в наш музей, они уходят обогащенными
какими-то новыми не только сведениями, а желаниями. Желанием прочитать, желанием посмотреть, желанием познакомиться. Для них открывается вот личность масштаба Александра Сергеевича Пушкина, которая начинала в нашем городе. А как вы думаете, вот если бы случись так, что вот Шаляпин оказался в наши дни в этом музее музыки, какой экспонат его бы заинтересовал из этого музея? Ой, вы знаете, я боюсь его прихода, потому что Федор Иванович Шаляпин был очень строг ко всем деталям. И наш создатель музея Анастасия Анатольевна Баранова, она тоже это очень хорошо понимала. Поэтому вот в музее у нас продумана каждая запятая, каждая строчка, каждый предмет, окраска музея, значит, мебель, стили, все. Это было все вот сделано Анастасией Анатольевной и закуплено в свое время очень, потому что мы боимся, что что-то Федору Ивановичу может не подойти. А тогда он уходит со сцены. А нам очень хочется, чтобы этот музей был надолго, чтобы он всегда был посещаемым, чтобы он развивался. Если бы, я думаю, он пришел вот уже в наше время сейчас и увидел вот то, что происходит, я думаю, он не все принял бы, а принял бы самое-самое современное и самое идеально показывающее работу артиста. Я вот сейчас с вами даже разговариваю, а он на меня смотрит, и я понимаю, что надо аккуратно. Но я буду еще смелее в своих вопросах и пойду дальше, если вы позволите. Если бы случилось так, что вы человек, посвятивший свою жизнь биографию такого великого, величайшего артиста Федора Ивановича Шаляпина, повстречались бы с ним лично, о чем бы вы поговорили, какой бы вы ему вопрос задали, а, возможно, аккуратненько отошли в сторону, чтобы он вас не заметил. Вот как было бы? Да, хороший вопрос. Вы знаете, нет, я бы к нему подошла. Просто я не думаю, что я бы его случайно встретила на улице. Скорее всего, я бы где-то его, может быть, встретила на концерте. И в концерте, в спектакле. Я бы к нему подошла с одним только вопросом. Я бы спросила Федора Ивановича, как помочь реанимировать русский театр. Чем это возможно сделать? Какие способы еще существуют? Потому что то, что происходит именно в русском театре, я подчеркиваю, не вообще в театре. Сейчас много из этого мне, конечно, не нравится. Потому что я считаю, понимаете, вот неправильно, когда ты идешь в театр, предварительно посмотрев, кто играет, какие там декорации, кто постановщик. То есть ты идешь без веры в театр. Ты идешь без надежды на то, что ты сейчас придешь и вот получишь это огромное удовольствие. Мы боимся. Я не хочу бояться. Я хочу всегда в театр идти вот как на праздник души. Почему думают люди, что сейчас современная молодежь этого не поймет? Вот они приходят в музей, они все понимают. Они все прекрасно понимают, какая эпоха, какие костюмы, какое общество было тогда. Поэтому с Федором Ивановичем я вот только на эту тему, пожалуй, поговорила, но и с низким поклоном отошла. Потому что долго бы внимание его не задерживало, а вот благодарное свое чувство за весь народ наш я бы ему, конечно, выразила. Я признаюсь, что, готовясь к этому подкасту, я провела с Федором Ивановичем, не побоюсь этого слова, целую неделю. Я читала, смотрела фильмы различные. И он был везде разный, естественно, но у меня сложилось, конечно, о нем впечатление. Я рада, что я прожила эту неделю вместе с ним. Хочу вас спросить про период, который он провел за рубежом. На Западе, мне показалось, он утвердил истинную ценность русского искусства. Он исполнял русские романсы, он пел русские народные песни вдоль по Питерской, «Дубинушка». Ноченька. Очень много песен и романсов. И проводя аналогию, сегодня очень много говорят о том, что времена повторяются и прочее. А ведь Федор Иванович, он и оставался всегда русским гражданином. Он не присваивал себе иностранное подданство, не подавал никакие заявки на то, чтобы ему сделали это подданство. Он всегда был нашим русским человеком, русским гражданином. Вот это в нем было и тогда. За рубежом он, конечно, зарабатывал деньги. Так же, как современные артисты за рубежом зарабатывают деньги. Но цель была другая. Если сейчас это ограничивается деньгами, то
то у Федора Ивановича это была пропаганда русского искусства. Собственно, и Рахманинов также. Он тоже остался патриотом. Да, потому что важно было показать, насколько велика и красива, и хороша, богата русская музыкальная культура. Вот чем он занимался. То есть он фактически вещал о России там. Да, он все годы до самой смерти вещал, пел, играл. И хочу еще сказать, что по характеру своему Федор Иванович все-таки больше был человек-трагедия. Хотя выглядел человеком душой компании. Человек-праздник, про которого Немирович Данченко говорил, что этот человек был рожден тогда, когда Бог был в очень хорошем настроении. А в душе прожитая жизнь, его вот эти театральные всевозможные переживания, это, конечно, была очень трагическая личность. Поэтому он просто не мог не оставить в душе России, отойти от нее. Уважаемая Елена Петровна, я вас искренне благодарю за эту теплую встречу, за то, что вы подарили нам много замечательных подробностей и фактов о его жизни, которых мы не знали. Я благодарю вас за то, что вы на протяжении всей своей жизни несете в сердце и доводите до нас, до жителей Республики Башкортостан, наследие Федора Ивановича Шаляпина. Я думаю, что он был бы доволен тем, как любят его направление здесь, в нашем регионе. И был бы доволен тем, что в Уфе вот эта школа вокала с большой буквы, она живет и развивается. Да, вы знаете, и еще я хочу сказать, что я очень счастлива, что в Уфе давно уже, не сейчас. Я-то, кстати, не всю жизнь, а часть жизни посвятила, может быть, самую счастливую часть своей жизни. Самую осознанную, скорее всего. Осознанную и счастливую благодаря Федору Ивановичу Шаляпину. Вообще у нас это движение шаляпинское, оно более 30 лет существует. И у его истоков была Галина Александровна Бельская. И я не могу не упомянуть ее имени, потому что всегда надо знать, кто автор события. Я вас искренне благодарю за этот разговор. Долгие лета вам и здравия. Спасибо большое, Лилия. Спасибо вам тоже. Однажды Шаляпин, спеша навстречу, задержался по дороге и разговорился с простыми людьми. Ему было искренне интересно. Прошло 100 лет, а мы все такие же, не можем пройти мимо того, что трогает душу. Так давайте помнить, что на пути к великим достижениям важно не терять из виду мелочи, которые делают нашу жизнь ярче. Счастливо!